Конец сентября 2022 года для многих стал точкой нового отсчета времени. По всей России провожали своих сыновей, мужей, отцов и братьев и учились жить по-другому. Именно тогда всюду разворачивались штабы по оказанию помощи семьям военнослужащих, тех, кто ушел добровольно, и тех, кого мобилизировали. Самыми сложными были первые дни. Никто ничего толком не знал, а ответы были так необходимы. Именно тогда актуальными стали номера, где могли быстро и доступно дать эти ответы. Да, колл-центр. Номера. Угу. А кредит? Кредит когда был взят? Угу. Тогда же проводились столь необходимые людям встречи, где можно было узнать необходимую информацию. И если на первой встрече вопросы были по самым скоротечным проблемам, то на следующей люди уже точечно знали, что спросить. Ну вот мой сын вот такой, он в Чечне был, да? Он тоже там не писал и редко писал, если говорил. Ну, на выходках, а что такое это, на вылазках говорит, а что такое вылазка, говорит? Ну, на горах, свежим воздухом дышим. Ага, а когда приехал, вообще волосы дыбом стали. А сейчас, если не звонит, друг его звонит, жене оттуда слышу, что там нормально. Что для вас самое важное сегодня? Ай, чтобы эта война кончилась вообще. Но те, которые остаются, будут дома и будут, разумение перейдет, что как здесь жить, что делать, как себя вести. Я так думаю. В Алекминском районе каждый наслег проводил своих земляков. В первые же дни были решены самые актуальные вопросы по помощи семьям военнослужащих. Волнение было. Конечно, волнение, паника. Мы тут организовали проводы, чтобы поддержать как-то и семей, и ребят. Вот. Выручили обереги, как положено. И проводили всем селом, скажем так. И жители Наслега, и администрация готовы оказывать посильную помощь. У нас на сегодня проведены акции. Одна из таких акций – это благотворительный концерт «Все для победы», в котором приняли участие и депутаты, и жители Наслега, и все организации приняли очень активное участие, поняв именно, скажем так, значение вот этого мероприятия, и внесли посильный вклад. И те денежные средства были выручены мобилизованным семьям. Кроме этого, мы, значит, подкрепили шефство над мобилизованными семьями. Их у нас 10 на сегодня. Туда включили и индивидуальных предпринимателей. Одну семью прикрепили, взяли под шефство молодежной организации «Урдел», которая вот только-только как бы начала свою работу. Кроме этого, прикрепили организациям. В селе Первый Нерюктяинск организовали заготовку льда. Ранее здесь помогали тем, у кого нет помощников, ветеранам. Сейчас в списке семьи военнослужащих. Собрались отцы, и у нас где-то человек 12, совет отцов. И сообща вот половина школы здесь, учителя, работники. Берем лед, это лед сейчас будем утаскивать пожилым нашим нерчанским семьям, которые живут одинокие, и мобилизованных ребят, которые семьи остались здесь, ребята, которые уехали в Украину. Вот. Сейчас половины здесь нету, придут. Вот. Сейчас уже техника будет, будем возить лед.
В течение всего дня, не считаясь со временем, со своими инструментами, техникой две группы заготовили и развезли лед по всему списку. Отличное настроение. Погода шепчет. Тепло. Но Сколько еще завести вам надо? нам в общем 18. В общем. Да, на 18. Там у нас пенсионеры, мобилизованные. И вот им всем надо вывести. Ну, я смотрю, Помочь. что у вас, вот, когда так вы работаете, там получается машина своя, инструменты свои. Да, просто горючая администрация поставила. нам. Так вот каждый со своим. А так инвентарь все наш свой. Каждый вот, у кого дружба, у кого пищня там, лопата, то есть. Кто чем может, кто машиной. Да, кто машина, у кого техника есть, вот техника. Балаларым алға таққыт, сілә таққыт болу. Бұл сер том дойдуларын көміскел ото, жүхегей кыла. Ие бұтынан Все тепло сердца вкладывали мастерицы Алекмы в обереги, которые готовили для ребят, уехавших в зону спецоперации. Почти у каждой там внук, племянник, родные, любимые люди. У меня племянник Вова ушел, и знакомые тоже, вот, чтоб их чтоб оберегал все, и это, они с победой обратно приехали. Сила, если такой большой надеждой все эти, кто матеря, сестры, бабушки, все своим внутренним миром оберегая, чтобы их, в общем, все свои теплотой, что шьем, теплотой, чтобы они вернулись обратно на свою семью. В этих оберегах тепло матерей. А матери это они постоянно охраняют своих детей. Поэтому вот такой символ. И там есть Богородица трава, и есть можжевельник. Вот это запах Родины. И всегда он охраняет. У меня племянник с 3 детьми там, уже там. Его вызвали, он служил в армии, 3 детей. И, конечно, все думают, всех родственников о нем. И любая мать, даже сторонняя, все равно болеет за своих. Все будет хорошо. Мой племянник, он с таким воинственным уехал. Он понимал, что он защищает. Такие вот. У нас вообще-то у ябутов вот это есть. Если их обидели, надо защитить. Свое не отдадут, чужое не возьмут. Мой брат тоже в первых рядах, к нему пришла повестка, и вот он, оставив молодую жену с маленьким ребенком, пошел исполнять свой, как говорится, гражданский долг. Среди этих призванных мальчиков из нашей деревни, уже юношей и парней, да, есть и мой ученик, который учился у меня в школе. Но и получается, как будто я проводила своего сына. И когда мы вышивали эти обереги, я желала только одного, чтобы наши мальчики скорее вернулись домой, живыми и здоровыми. А мы будем о них молиться, всем нашим богам, которых мы знаем, чтобы они сберегли их и вернули нам живыми и здоровыми наших парней. Наши мастерицы все так воодушевились, просто с ними как-то чувствуется, что они болеют душой, чувствуется, что они поддерживают не только своих мальчиков, своих но чувствуется, что действительно вся Россия, за всю Россию болеют. А вот у вас знакомые ушли? Наши знакомые с Фулахамунку 6 мальчиков ушли. Да. Они уже донецкие, некоторые в Херсоне находятся. Сплотились все. Каждый вносит свою лепту, чтобы хоть чем-то поддержать ребят.
Для них шьются балаклавы, сидушки, вяжутся носки. Буквально недавно аликминчане поддержали акцию «От мам с любовью». С любовью и с надеждой. Ждем и любим. Наши мамы, жены, сестры нашего Большого Алёкминского района, безусловно, не остались в стороне и неравнодушны. И откликнулись на призыв и принимают обязательное участие в акциях по пошиву сумок, балаклав, вот этих вот сидушек, вяжут теплые вещи для наших защитников, наших земляков. Такая работа проводится, безусловно, это и по всему району. Считают, акция называется «Мама», да, вот от мам с теплом. Насколько, как вы считаете, вот в этом есть, может быть, какая-то даже сакральность? Я полностью с вами согласна. И мы, как Женсовет Алёкминского района, мы с радостью присоединяемся к акции «От мам Якутии с любовью». В каждой такой вещи, в вязаных носках, да, в этой балаклаве, это все руками мам, жен и матерей передается частичка тепла, заботы и надежды. Вот все делается от чистого сердца, все с любовью. В этом году не будет праздников, но Новый год – это то, чего ждут все ребятишки. А значит, будет елочка, огоньки и подарки. В этом году вновь запущена акция «Елка добра». Инициатором этой акции был на тот момент мэр города Якутска, ныне глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Это стало доброй традицией, и ежегодно с 2015 года мы тоже присоединяемся к данной акции. И по всему Алёкминскому району во всех муниципальных образованиях руководители, депутаты, неравнодушные граждане принимают участие в данной акции. И, конечно, во всех муниципальных образованиях тоже станут такие же елочки добра для всех ребятишек, которые у нас, мы разделили на 3 категории. Это первая категория у нас ученики специальной коррекционной школы. Вторая категория – это дети, которые у нас находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних, приют. И третья категория – это дети военнослужащих. В этом году под звон курантов, наверное, каждый загадает главное желание. Возвращайтесь. Мы ждем.